Сәлеметсіздер, құрметті достар. Қазақ тіліндегі екінші сабаққа қош келдіңіз. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на второй урок казахского языка. И в этом уроке мы поговорим о приветствиях, прощаниях, а также вопросах стандартных, как дела, как ваше здоровье и тому подобное, поскольку эти вещи составляют первоначальную основу для построения простейшего диалога в казахском языке. Итак, поехали. Приветствие, или как их называют по-казахски, салем десу, начинается с хорошо знакомого вам слова салем. Слово салем означает привет, но салем оно носит такой оттенок неформальности, я бы сказал, даже некой фамильярности. Поэтому слово салем вы можете говорить только другу, хорошо знакомому родственнику. То есть, грубо говоря, с человеком, с которым вы на «ты». Для общения со старшими, для приветствия более старших, уважаемых людей, да, более формальное приветствие также используется наверняка хорошо знакомое для вас «сәлеметсізбе». «Сәлеметсізбе». По ту сторону экрана попробуйте повторить эту фразу. «Сәлеметсізбе». Вот этот звук видите как? Не «а», не «сәлеметсізбе», а именно «сәлеметсізбе». Здравствуйте. «Сәлеметсізбе». Здравствуйте. Подчеркиваю, это приветствие к одному человеку на «вы». То есть «здравствуйте». «Сәлеметсізбе». Почему я так это особо подчеркнул? Потому что следующее приветствие «сәлеметсіздерме» означает «здравствуйте», когда вы здороваетесь с группой лиц, с несколькими людьми. Вы один, перед вами несколько лиц. То есть «сәлеметсізбе» один человек, но вы обращаетесь к нему на «вы», «здравствуйте». «Сәлеметсіздерме», «сәлеметсіздерме», «здравствуйте», вы здороваетесь с группой лиц, то есть группой лиц, которые стоят напротив вас, кого вы приветствуете. Поехали дальше. «Амансынба» также имеет аналог «здравствуй», но в данном случае слово «амансынба» дословно имеет значение как «ты в порядке?» «Амансынба». «Амансынба» это аналогично английскому «Are you okay?» «Are you okay?» «Ты в порядке?» То есть очень похоже. Вот это. «Амансынба» можно перевести как «здравствуй», но более точное значение «ты в порядке?» «Are you okay?» «Амансынба». Are you fine?» «Are you okay?» Хорошо. Следующее «амансыздарма», то есть вы наверняка уже поняли, в чем дело. Здесь аналогичная ситуация, если «амансынба» это означает «ты в порядке?» «Амансыздарма» это как тоже «здравствуйте», «вы в порядке», «вы один», обращаетесь, приветствуете группу из нескольких человек. Далее у нас разделены приветствия в зависимости от времени суток. В русском языке есть аналогичная ситуация. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Верно? Все это приветствие в зависимости от времени суток. В казахском языке абсолютно аналогичная ситуация. Смотрим. Хайырлы таң. Вот эта буква К, да, вот с элементом Х. Х. Хайырлы таң. Вот эта буква Н с таким крючочком, да? Не Н, а именно Н. То есть задняя стенка языка у вас прижата к верхнему небу. Таң, да? Давайте вместе произнесем. Хайырлы таң. Доброе утро. Хайырлы таң. Доброе утро. Далее. Добрый день. Уже знакомая вам буква К. Хайырлы күн. Добрый день. Хайырлы күн. Добрый день. И, наконец, добрый вечер. Хайырлы кеш. Хайырлы кеш. Можно тут и добавить, кстати, доброй ночи. Почему нет? Почему-то я это не написал, но я исправлю свою ошибку. Уже знакомое вам слово хайырлы. Хайырлы түн. Хайырлы түн. Доброй ночи. Итак, быстренько пройдем. Салем, привет, на «ты», неформальное.
Сәлеметсізбе, здравствуйте. Сәлеметсіздерме, здравствуйте. Вы один приветствуете группу лиц. Амансынба. Слово аналогичное здравствуйте, но более точное значение. Ты в порядке? Ты здравствуешь? Как твое здоровье в целом? Are you okay, да? Амансынба. Амансыздарма. Вы один приветствуете группу лиц. Эй, ребят, вы в порядке? Амансыздарма. Дальше. Приветствие в зависимости от времени суток. Хайырлы таң. Доброе утро. Хайырлы таң. Доброе утро. Хайырлы күн. Добрый день. Хайырлы кеш. Добрый вечер. Хайырлы түн. Доброй ночи. Хайырлы түн. Несложно? Думаю, абсолютно нет. Итак, когда вы поприветствовали или вас поприветствовали одним из указанных способов, вы просто дублируете человека. Салем, салем. Хайырлы кеш, хайырлы кеш. Или вам сказали хайырлы түн, доброй ночи. Вы можете сказать сәлеметсізбе. То есть можно так миксовать. Но если вас поприветствовали одним из указанных способов, в ответ можно просто продублировать приветствие. И все будет окей. Хорошо. Едем дальше, друзья. То есть первая часть диалога состоялась. Мы поприветствовали друг друга. Следующая часть диалога обычно идет. Как дела, да? Как здоровье, как поживаешь и прочее. И сейчас мы перейдем к этой второй части. Но для этого нам другая доска нужна, которую я заблаговременно подготовил. Давайте мы ее посмотрим. Замечательно. В данной части у нас присутствуют такие выражения, как вторая часть диалога, а именно: как дела? Халын қалай? Как твои дела? Халын қалай? Давайте по ту сторону экрана вместе повторим эту фразу. Халын қалай? Как твои дела? Халын қалай? Как твои дела? Халын қалай? Данный вопрос, как твои дела, обратите внимание, это второе лицо единственного числа. Как твои дела? Если вы хотите спросить вежливо, как ваши дела, вы говорите халыныз қалай? Как ваши дела? Халыныз қалай? Как ваши дела? Третий вопрос. Жағдайыңыз қалай? Как дела? То есть все три вопроса, они переводятся как твои, как ваши дела. Халын қалай, как твои дела? Қалыңыз қалай, как ваши дела? Жағдайыңыз қалай, как дела? Но казахский язык достаточно богатый. В этой связи огромное количество вот таких выражений. На любой из этих трех вопросов есть следующие варианты ответов. Жақсы. Хорошо. Тамаша. Отлично. Керемет. Превосходно. Жаман емес. Неплохо. So-so, да? Бұрынғаша. Бұрынғаша. По-старому. Бұрынғаша. Бұрынғаша. По-старому. И последнее. Ақырындап. Потихоньку. Ақырындап. Глядя на экран, давайте мы с вами вместе повторим эти фразы. Хорошо. Жақсы. Жақсы. Отлично. Тамаша. Превосходно. Керемет. Неплохо. Жаман емес. По-старому. Бұрынғаша. Потихоньку. Ақырындап. Отдельно я вынес в этот вопрос. Денсаулығыңыз қалай? Повторяем. Денсаулығыңыз қалай? Еще раз. Денсаулығыңыз қалай? Как ваше здоровье? Денсаулығыңыз қалай? Как ваше здоровье? На вопрос, как ваше здоровье, есть два варианта ответов. Аман есен, мне особенно нравится. Аман есен. Жив-здоров. Прям классно звучит. Аман есен. Жив-здоров. Аман есен. Денсаулығыңыз қалай? Аман есен. И второе. Бәрі аман.
все все живы-здоровы. В данном случае бäre переводится все, аман вы уже поняли, жив-здоров. Бäre, аман, все живы-здоровы. Давайте еще раз все вместе повторим эту фразу. Денсаулығыңыз қалай? Как ваше здоровье? Аман есен. Жив-здоров. Бәре аман. Все живы-здоровы. Что у нас получается? По факту у нас получается следующее. Уже можно какой-то диалог составить, исходя даже из лексики прошлого урока. Например, салем. Привет. Салем. Ответ. Қалың қалай? Как твои дела? Рахмет. Спасибо. Бәрі де жақсы. Или рахмет. Тамаша. Рахмет. Керемет. Спасибо. Все супер. Все отлично. Из прошлого урока. Бұл кім? Кто это? Допустим, бұл Асель. Это Асель. И, наконец, третья часть диалога. Прощание. Для прощания существует ряд фраз, которые также мы зафиксировали на нашей доске. Итак, первое. Саубол. Саубол означает пока, но это саубол, прощание исключительно, если вы с человеком общаетесь на ты. Саубол это пока, на ты, саубол. Если вы с человеком на вы, то есть ваше общение носит более формальный характер, вы говорите сауболыныз. Видите, бол вы добавляете окончание ыныз. Сауболыныз. Это означает уже до свидания. Просто саубол это пока фактически. Сауболыныз. До свидания. Вы с человеком общаетесь на вы, а ваше общение носит формальный характер. Вторая фраза аманбол. Аманбол. Обратите внимание, вторая фраза аманбол. Вот она. Аманбол. Будь здоров. То есть уже, наверное, догадались, что без этой приставки данное приветствие, данное прощание адресовано с человеком, с которым вы на ты, то есть неформальное приветствие, прощание. Аманбол, будь здоров. Аманбол, как итальянское, чао. Аманбол, будь здоров. Соответственно, формальное прощание. Аман, болыныз, вот эта ыныз частица означает будьте здоровы. Аманбол, будь здоров. Аман, болыныз, будьте здоровы. Третье прощание. Такое куча букв, но попробуйте, обязательно запишите и сейчас произнесите вместе со мной. Хабарласканша. 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 До связи. До связи. Хабарласканша. See you later. Хабарласканша. До связи. Так, причем хабарласканша это такое нейтральное, общее. Вы с человеком и на ты, и на вы. Любому, вне зависимости от возраста, социального положения и так далее, вы можете хабарласканша. До связи. Едем дальше. Жолыныз болсын. Жолыныз болсын. Счастливого пути. Жолыныз болсын. Если вы с человеком на ты, вот этот ыныз просто убираете, получается жолын болсын, если на ты. Жолын болсын, счастливой тебе дороги, счастливого пути. Счастливого вам пути, формальное. Жолыныз болсын, счастливого пути. Дальше. И уже короткие прощания. Кешке дейін, у вас пати, вы хотите зажечь вечером, вы говорите, увидимся вечером. Кешке дейін. Кешке дейін. До вечера. Кешке дейін. И последнее. Келесі. Да, друзья, не читайте как и, келеси. Это буква Келесі, кез, дес, кенше. Келесі, кез, дес, кенше. До встречи. А теперь, друзья, давайте вместе произнесем эти фразы. Прощание. Поехали. Сау-бол. Пока на ты. Сау-болыныз. До свидания, если вы с человеком на вы. Поехали дальше. Аман-бол. Будь здоров на ты.
добавляем частицу аман болыныз. Будьте здоровы. Хабарласқанша, до связи. Жолыңыз болсын, счастливого пути. Кешке дейін. Повторяйте за мной. Кешке дейін. Да, буква. Кешке дейін. До вечера. И последнее. Келесі кездескенше. До встречи. На сегодня, дорогие друзья, второй урок закончен. После этого урока вы теперь знаете, как здороваться с человеком, справляться о его здоровье, о его делах, вообще в целом, как его жизнь, и, соответственно, прощаться. Дома постарайтесь сопоставить тему первого урока, существительное в его 3 формах, и с прощанием, да, внедрить. Салем, салем. Қалың қалай, как твои дела? Рахмет, жақсы. Сенің қалың қалай, как у тебя дела? Рахмет, бәрі де жақсы, тамаша, керемет, да? Бұл қалам ба, это ручка? Жоқ, бұл қалам емес, бұл сөмке, это сумка. Жарайды, хорошо. Сау бол, келесі кездескенше. И вам, друзья, келесі кездескенше, аман болыңыз.